30 тысяч жителей Коми стали участниками лыжни России. Старты состоялись во всех городах и райцентрах республики, кроме Инты, Усыльмы и Ижмы. Там из-за погодных условий соревнования перенесли на 3 марта. Самый массовый забег по традиции получился на лыжном стадионе имени Раисы Сметаниной. Роман Истомин о том, как республика побежала в едином порыве. Лыжня России набирает все большую популярность, даже несмотря на то, что бесплатных символики в республику поступает все меньше. И получается, что не ради шапочек эти массы каждый год собираются, чтобы выдвинуться в едином порыве. Заряд бодрости и только положительные эмоции и от чистого воздуха, и от взаимного общения привлекают сегодня на лыжню тысячи любителей спорта. Старты предваряет голос ведущего об истории лыжни. С момента первого забега 2005 года количество участников увеличилось в 2 раза. Глава Коми с трибуны заявляет, событие давно уже стало по-настоящему массовым, зрелищным народным праздником. И очень символично и правильно, что этот год мы открываем сегодня таким замечательным мероприятием, как «Лыжня Россия». А самое главное, что старт этому году мы дали забегам наших олимпийских чемпионов, нашей гордости не только республики, но и нашей страны. Людям, которые прославили нашу республику во всем спортивном мире. Олимпийские чемпионы, титулованные спортсмены, главы администрации и ведомств. Именно им предстояло открыть массовую гонку. Под первым номером побежал Иван Анисимов, наша восходящая звезда и надежда сборной. Появление на лыжне Василия и Нины Рочевой, а также Николая Бажукова вызвало самый живой интерес у публики. Они бежали так же гордо и энергично, как когда-то, когда шли на олимпийские рекорды. Среди почетных гостей праздника можно было заметить и 4-кратную олимпийскую чемпионку Раису Сметанину, живую легенду, чьим именем и назван республиканский стадион. Она и объявила первые старты. Массовые гонки были организованы этапами. За звание лучшего профессионалы боролись на дистанции 10 километров. Лучшими оказались Виктория Мелина, Ольга Рочева, Дарья Стальмахович. Среди мужчин тройка лидеров: Андрей Парфенов, обычно выступающий за Тюмень, а также участники сборной Коми Александр Бобров и Станислав Волженцев. Это очень хорошо поднимает какой-то спортивный дух населения и в целом. Я думаю, это только может идти в пользу, никак во вред не может идти. Самый массовый старт был дан на 5 километров для всех желающих. Правда, не все сумели правильно определить маршрут гонки. А потому народная лыжня смотрелась не так эффектно. Своя специфика в этот раз была и у снега. Очевидно, далеко не у каждого лыжи были подготовлены с расчетом на температуру. 1,5 градуса делали трассу сложной. В этом убедился и мэр Сыктывкара. Он лично проехал ее вдоль и поперек и заявил, что такой старт года спорта вполне вдохновляет и на другие инициативы. Мы, например, в городе Сыктывкаре решили возродить дворовый спорт, потому что надо же, чтобы таланты откуда-то черпались. Их надо, значит, искать среди мальчишек и девчонок и, так сказать, там, где мы их можем прямо на месте. Солнечная погода в Уктыле также спровоцировала массовый выход на лыжню. Самой маленькой участнице всего 3 года, а самой старшей чуть больше 70. Там первыми по традиции стартовали школьники. И чтобы не замерзнуть, участникам пришлось отогреваться горячим чаем. А вот претензий к трассе не было вовсе. Во время прохождения лыжни за порядком следили волонтеры. Они же напрямую работали с участниками забега. Особенно вуктыльцы отметились бесплатным прокатом лыж и ватрушек в этот день. Сегодня лыжня России у нас проходит на более чем даже высоком уровне. Да, у нас уже сейчас с утра пробежали только малыши, это до 6 класса. И у нас уже ориентировочно около 200 участников было. Вот. Я уж не говорю, когда будут бежать организации, что у нас будут. То есть сегодня день нам обещает быть жарким. В Усинском районе лыжня стартовала одновременно в Усинске, Мутном материке, Колви, Щельябоже, Усть-Лыжи, Захарване и в Денисовке. Там на старт вышло 500 человек в возрасте от 4 до 75 лет. Дистанции подбирались в соответствии с медицинскими показаниями. 1 километр бежали дети от 7 до 10 лет, 2 километра от 11 до 14 лет, 3 километра от 15 до 17. На 5 километров вышли мужчины от 18 лет и старше. В гонке 2014 приняли участие руководители предприятий, организаций и ветераны спорта. Чтобы не замерзнуть,
участникам можно было погреться в специализированных автобусах. Каждый год бегаем, каждый год кросс-нации, лыжня России 2013. Так здорово. Не идем сюда, а бежим. Природа, воздух, много народу, учеников, стариков, пенсионеров, и мы пенсионерки. Бежим с удовольствием. В Усть-Куломе на лыжню вышли 200 человек. Для сельчан забег этого года стал самым массовым за последние несколько лет. Соревнования проходят на территории новой лыжной базы. Там дефицитные сувениры с символикой «Лыжни России» вручали в качестве подарков победителям. У каждого участника свои секреты в покорении трассы. Их они и попытались проверить на соперниках. Сегодня вы видите, погода прекрасная, минус 3 градуса и очень много участников, очень много детей. Это очень здорово. В Ухтинской лыжне России принял участие и гость из Кувейта Акбар Хасан, вице-президент одной из энергетических компаний. Интересы бизнеса повели его в Ухту, и здесь он впервые ощутил на себе прелести северной зимы. Ведь в его стране плюс 32 – это уже прохладно. В Ухте он на лыжи встал впервые. بحب اجي اختي دايما لان شعبها جدا لطيف وجدا بيحب يكرم الضيف وشعب طيب جدا. Я после этого постараюсь чаще сюда приезжать, потому что мне нравится этот ухтинский народ. Они очень веселые, очень спортивные, гостеприимные. Главный козырь 2013-го – ставка на зрелищность. Лыжня России по Коми отныне это не просто массовая гонка. Это праздник, где поют, танцуют и участвуют в конкурсах. Например, перетягивание каната. Массовые состязания активно осваивает детвора. На них в праздник спорта организаторы также сделали важный аспект. Катание на пони, метание валенок и гонки на ватрушках. Все это внесло разнообразие в проведение просто гонок. И вообще, встать на лыжню один раз в год – это еще не главное достижение. В республике постоянно растет число прокатов. Огромным спросом пользуются лыжные комплекты. И, главное, растет выбор. Получается, снежная забава испытывает огромный интерес у наших сограждан. И если после каждой такой лыжни здесь в лесу или на вашем экране одним желанием повторить подвиг спортсменов будет больше, это ли не главная победа спорта? Роман Истомин, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Республика Коми.